Доброго времени суток, это подкаст телеканала Якутия-24 о людях, которые заставляют о себе говорить. Меня зовут Петр Васильев, и сегодня у меня в гостях удивительная женщина, девушка, гроза всех коммунальщиков Якутии, почетный работник дорожного хозяйства республики, королева хайпа, журналист-корреспондент и едва ли не женщина, которая поет Сусанна Рожина. Суса, привет. Привет. Я очень рад, что ты пришла к нам в подкаст, спасибо. Спасибо, что пригласил. Начнем с места в коре? Давай. Слушай, во-первых, я хочу поговорить о феномене Сусанны Рожиной. Как ты сама считаешь, почему спустя столько... Вот у тебя достаточно длинная карьера уже. В журналистике, в СМИ, ты очень много работала и в федеральных, и в региональных агентствах. Почему сейчас, в новом десятилетии, твое имя опять на слуху? Почему столько споров, обсуждений, разговоров? На самом деле я сама от этого пребываю немного в шоке, да, я сама в принципе не могу понять, но я догадываюсь, почему столько шума вокруг моего имени. Это связано все-таки, наверное, потому что я настоящая, ну, то есть я не скрываю своих эмоций, если я сержусь, то я сержусь, если надо материться, я матерюсь, если что-то мне не нравится, я это говорю в лицо, если я, допустим, мне нравится, я смеюсь, если мне что-то огорчает, я плачу, то есть я не сдерживаюсь, и я проявляю себя как человек, и мне кажется, это вызывает, потому что сейчас люди довольно-таки зажаты, не могут себя проявлять, и вот это вот мое настоящее проявление, мне кажется, и вызывает столько именно и положительного, и негативного, в частности. То есть, грубо говоря, что в эпоху вот этих всех масок, да. условных в Инстаграме, в жизни, да. народ тебя полюбил, и ты хайпишь, ты на волне хайпа за счет того, что ты настоящий. Да, именно так. Ну, по крайней мере, я это воспринимаю именно так, потому что мне скрывать нечего, я говорю, что вижу, и люди это некоторые понимают, большая часть, по крайней мере, понимает, что я говорю, а некоторые в силу своих предубеждений или в силу того, что там, не знаю, каких-то личных уже начинают, естественно, грызть меня за это. Мне кажется, реакция это и есть показательно на твою деятельность. Ну да. Даже несмотря, что вот это вот, грубо говоря, очень дикий хайп. Кстати, о хайпе. Он не мешает тебе в профессиональной деятельности? В профессиональной деятельности. Прости, что перебил. Грубо говоря, да, хорошо, ты сейчас на форумах, ты у себя в Инстаграме, ты очень, так сказать, медийно востребована, а препятствий нет нигде? На самом деле препятствий нет нигде, как бы мне ни говорили, там руководство, может быть, давит, и там кто-то, или ты сидишь, там получаешь какие-то задания, вообще такого нет, то есть я полностью сама себе подвластна, я делаю именно то, что я считаю нужным, но сейчас как раз-таки, наверное, пришло время сказать тебе именно то, что я хотела сказать в качестве эксклюзива. Проект Сусанна Рожина начинает собственное плавание. Это не для записи? Это... Ты серьезно? Да. Соколов подписал, Марков подписал, я с понедельника ухожу в отпуск с последующим. Офигеть. Ты это узнаешь первый. Никто в компании, кроме руководства, не знает об этом. Я очень надеюсь, что этот подкаст выйдет до того, как ты уйдешь. Блин. Да. И куда? Ладно, подожди. Ты меня реально сейчас очень огорошила. Потому что вот все это, вот этот весь хайп, вот это вот то, что востребованность в народе, да, то, что у меня есть вызовы, которые стоят передо мной, я понимаю, что я могу их по-настоящему нормально реализовать только в собственном проекте, потому что в рамках гостелерадиокомпании НВК, телеканала Якутия-24 некоторые вещи все-таки невозможно осуществить, да, вот, поэтому я приняла такое решение, что необходимо уже уходить, потому что я выросла, поэтому я, пользуясь случаем, хочу поблагодарить руководство телекомпании НВК Саха, телекомпанию Якутия-24, я хочу выразить огромную благодарность. Боже мой. Так, не рыдать, не рыдать здесь. Хорошо рыдать. Давай. Вот эти вот 2,5 года, которые я проработала здесь, на телеканале, они мне дали реально огромный опыт. Я состоялась как человек, как профессионал. До этого у меня не было опыта работы на телевидении. Да, я попробовала себя на телевидении в качестве корреспондента, как бы ни говорили, да, там ложно. Тебе нужна минута? Нет. Все, продолжаем? Да. Я еще чуть вернусь попозже когда я абсорбирую все это в голове, к тому, чего ждать от тебя дальше.
Хорошо, хайп нам не мешает. Нет. Только, как говорится, агрегирует, усиляет твои еще больше способности. Да. Давай вспомним твой самый последний, самый большой, на мой взгляд, хайп, о котором слышали все. Это почетный дорожник. Почетный работник дорожного хозяйства. 18 января текущего года Сусанне вручили награду. Да. 16-го. Это 18-го уже новости вышли. Да. Как ты сама считаешь, почему эта награда вызвала такой ажиотаж? Ведь буквально каждую неделю кому-то вручается эта награда. На самом деле эту награду получили, кажется, все уже журналисты, которые работают в отрасли транспорта, да, до меня и после меня, но именно почему-то вот имя Сусанны Рожиной, которая получила эту награду, я сама, вот я честно тебе говорю, выкладывая эту фотографию в сеть, я не думала, что она вызовет столько ажиотажа на самом деле, да, то, что там начнут полоскать мое имя, склонять ее во всех там мыслимых и немыслимых склонениях. Я правда не ожидала, и все-таки я думаю, что это был заказ. Но на самом деле я сейчас от этого получаю определенные бонусы, я стала намного узнаваемее, и этот хайп я сумела повернуть себе в пользу. То есть минус на минус всегда дает плюс. Да. Вот. И это как бы мой принцип всегда, да, я вот тогда тоже давала комментарий Якутск вечернему, я тогда сказала, и сейчас я повторю, все, что кроме некролога, это все идет в плюс. И сейчас как раз-таки именно это подтолкнуло меня к тому решению, что пора, чтобы увести удар, наверное, от телекомпании, потому что я слышу, да, постоянно то, что вот, как это такая картавая журналистка работает на телевидении, у нее там брат, сестра. Но ты, наверное, лучше меня знаешь, да, что никакого брата, никакой сестры у меня тут нету. Кстати, я совсем забыл тебя спросить. Вот смотри, есть ли, на твой взгляд, разница между корреспондентом, журналистом Сусанной Рожиной и Сусанной Рожиной в социальных сетях и в жизни? В жизни, но все-таки в жизни, конечно, за чертой соцсетей, да, за чертой телекамер. Нет, я бы не сказала, что это совершенно разные люди. Нет, я такая же, стержень у меня один и тот же, да, такая же напористая, такая же харизматичная, целеустремленная. Это все есть и в жизни я такая же, и сюжеты мои такие же, как и я, соответственно, да. И, то есть я не скажу, что нет, есть какая-то разница между Сусанной в жизни и Сусанной на экране. Ну да, единственное, то, что я не могу себе позволить на телеканале, это материться. Допустим, у себя в соцсетях я могу там людей посылать куда-нибудь, да, а на камеру, естественно, как бы есть все-таки цензура какая-то, да, и я не могу там во время стендапа сидеть и кого-то матом крыть, естественно, такого нет, но разве что в этом, и все. А содержание одно и то же? Да. Единственная форма выражения. Да. Собственно, так как мы с тобой коллеги, я с тобой в первую очередь хотел поговорить, наверное, еще и о журналистике. Вообще о том, что сейчас происходит. Это все-таки профессия или призвание? Я не считаю, что я работаю. Я считаю, что я занимаюсь своим любимым делом, тем, что мне доставляет удовольствие. И многие говорят, наверное, тебе платят, там, тебе доплачивают. Как бы нет таких независимых журналистов, которые могли бы говорить правду. Тебе там кто-то башляет. На самом деле мне никто ничего не башляет. Я просто получаю зарплату такую же, как и все корреспонденты. Да? Не будем сейчас озвучивать в целях коммерческой тайны. Но то, что происходит сейчас в медийном пространстве, на самом деле я оцениваю это касается как бы госсми, не только госсми, но и независимых там, да, которые называют себя независимыми. То, что я, допустим, писала о союзе журналистов, да, о том, что это склеп, на самом деле это так и есть, потому что никакой реформы нету, никакой единой политики нету. На самом деле, единственное, как я оцениваю все, что происходит сейчас в медиа-сфере, я считаю, что это болото. Застой. Да. Никакого движения. Ну, как бы оно какое-то хаотичное, каждый пытается что-то делать, да, каждый пытается что-то там предпринять, но целенаправленного и какого-то определенного движения в сторону развития нету. Мы стоим, как будто бы топчемся на месте, перемываем друг другу косточки, там говорим, обсуждаем, кто во что одет, кто как говорит, кто как выглядит, а по сути никакого именно конкретизированного, чтобы было на развитие общества, как такового нету. Ну, то есть, конечно, но оно настолько мельчает по сравнению со всей этой шелухой, как я это называю, белым шумом, да, что все это нивелируется и вообще как бы и из-за этого складывается вот это вот ощущение болота. А в чем проблема застоя? Кто виноват, точнее? То есть потребитель, грубо говоря, или создатель? Естественно, это не может быть однобоко, есть оно двухстороннее. То есть как бы то, что есть вызовы, да, но
в силу, я не знаю, но я сегодня, допустим, написала пост о том, что все-таки о чем я мечтаю, я хочу, чтобы у нас было, я сейчас буду повторять, о том, что у нас было сильное гражданское общество, потому что у нас есть люди, да, у нас менталитет, то, что люди постоянно в своих бедах, у меня, допустим, мусор во дворе, в этом Путин виноват, и начинают вот так вот прям на себя взять ответственность никто убрать. не хочет, да, и поэтому я хотела бы, чтобы каждый человек, независимо кто он, журналист, там, работник, дворник, начальник, он умел брать на себя все-таки ответственность, отвечать за свои слова и действия, и только тогда, когда человек каждый будет ответственен за то, что он делает, мы сможем именно выбраться из этого болота. Будущее зачем? Печатными или офлайновскими СМИ? Или все переходит в Телеграмы, Ютубы и мессенджеры? Я как человек, который приверженец все-таки более нового формата видения журналистики, я уже как бы сказала, что будущее именно за социальными площадками. Кстати, зачем ты свой телеграм-канал завела? Ну, допустим, я закрыла после всего хайпа с дорожником, я закрыла свой закрыла свой Инстаграм, чтобы туда не приходили, не топтались, не гадили и не уходили боты, допустим, да. Вот. А потом я вижу, что все-таки начали просачиваться и через телегу. Вот. И я подумала, ладно, хорошо, и они меня, получается, бросили мне вызов, чтобы я пришла на их площадку и тоже наравне с ними там, грубо говоря, рубилась. Но так как я человек открытый, я не могу сидеть там под анонимными никами, там под какими-то там неизвестными аккаунтами, поэтому я завела личный аккаунт в Телеграме под собственным именем, потому что мне скрывать нечего, как бы, если я говорю, я всегда говорю это открыто, и поэтому я завела себе свой телеграм-канал, чтобы наравне на их площадке бороться с теми, кто пытается поливать меня грязью. То есть... В итоге ты все равно игру под свои правила подстроила. Да. Удивительная женщина, честное слово. Хорошо, давай поговорим немножко о личном, если это можно. Да. О страхах. Вот ты говоришь, что я не боюсь быть настоящей, я не боюсь высказывать свое мнение. А есть ли вещь действительно, которой ты боишься? Я посмотрел, изучил твои соцсети, ты достаточно занимаешься такими мужскими, стигматизированными вещами. Бокс у тебя был, дрифт. В общем, ты очень любишь экстрим. Да. Такая бесстрашная женщина. Да. А есть чего боишься? Да, как любая женщина, я очень боюсь за свою семью. Поэтому это вот, наверное, моя самая такая ахиллесова пята. Именно это моя семья. Поэтому у меня как бы есть второй аккаунт лично для родных, где я как раз-таки публикую свою семью, да, как бы, и там очень маленький круг людей, куда туда вхожи. И у меня, допустим, муж, это, наверное, единственный человек, кого я слушаюсь в этом мире, даже не отец, да, то есть его слово для меня это все-таки же закон, да, и мы с ним договорились, ну, то есть, как это сказать, договорились, он мне просто запретил выкладывать в соцсети детей, его самого, и я не могу нарушить это, то есть он сказал, вот у тебя есть публичная страница, там ты выкладываешь свою работу, свои проекты, себя, а детей и меня, пожалуйста, не трожь. Как бы заводи другую страницу, где там ограниченное количество подписчиков, и там, говорит, пожалуйста, чтобы никакого хая, никакого этого. И его вот меня что цепляет? Вот когда меня поливают грязью в соцсетях, я на это вообще никак не реагирую. Ну, мне, по барабану, да, как бы. Но я вижу, что это очень сильно задевает моего мужа, потому что коверкают его фамилию, коверкают, и это вызывает у него такую довольно-таки острую реакцию, и вот только его реакция меня провоцирует на то, чтобы я отвечала хейтерам. Если бы он точно так же равнодушно к этому относился, я бы вообще не реагировала, допустим, да, но так как я вижу, что у меня в доме это вызывает какой-то неприятие от моих родных, да, и это сказывается на моих детей, допустим, там, муж сердится, допустим, да, там, и это как бы дестабилизирует нашу ситуацию в семье, да, поэтому мне приходится уже как-то реагировать. Если бы этого не было, я бы как бы вообще не обращала на это внимания, на самом деле. И вот это вот именно моя семья, в первую очередь мой муж, мои дети, это вот именно
Та зеница ока, которую я берегу больше всего. В общем, у Сусанны Рожиной есть слабые места. Да. Все-таки она железная леди, но не терминатор, да? Ну, как бы, да, но зато это мой тыл, это именно вот те люди, мои родные, мои родители, моя семья, мои братья, сестры, это именно те люди, это тот мой тыл, который мне дает сил. Это, наверное, счастье, когда ты приходишь домой, тебя ждут целых 4 пары глаз, которые тебя обожают, тебя любят, тебя ждут, и именно там я могу полностью расслабиться и уже скинуть вот эти вот железные оковы, свои железные яйца положить на полку. Надеть халат, да? Да. И быть и мамой, и женой, и дочерью, и сестрой. Да. Они тебя поддерживают, ну, вот, несмотря на этот хейт в комментариях? Да, что бы ни было, да, я за что благодарю своего мужа, что бы ни было, как бы люди меня не поливали, это единственный человек, который меня всегда поддерживает, который меня окрыляет, который, когда я, допустим, начинаю там сижу и думаю, что дальше делать. Он мой волшебный пендель, он всегда со стороны, он лучше видит, что надо делать, как надо делать, да, допустим. Кстати, была тема какая-то в свое время, что Сусанна Рожина сама пишет про себя на Джокере аккаунта, помнишь? Нет? Да, на самом деле я на Джокере не зарегистрирована, на площадке УКТ меня тоже нету, и я просто туда захожу, то есть даже не я захожу, мой муж туда заходит и потом скидывает ссылки мне, типа, смотри, говорит, вот опять, типа. Слушай, ну в таком случае у вас такой хороший продюсерский тандем. Он как твой этот личный пиар-менеджер, да, который чистит твою репутацию, так скажем. Да, на самом деле. Круто. Вот, и на самом деле идея уйти в собственное плавание, это была его идея. Это он мне сказал, говорит, Сусанна, ты, говорит, уже переросла, и пора уже уходить. Ну ты все тихой сапой крадешься к своему проекту. Хорошо, мы сейчас к нему подойдем. Подошли мы к твоему собственному продюсерскому проекту. Что ждать? Куда? Конечно. Почему вообще? Ну, понятное дело, что человек хочет рано или поздно развиваться. Да. Самостоятельно. И именно вот последние события меня к этому подтолкнули. На самом деле мне об этом коллеги говорили уже давным-давно. Типа, мне даже Алексей Александрович говорил, типа, Сусанна, ты бы открыла себе свой сайт, назвала бы его Суси Ньюс и работала бы спокойно, да? Это были его собственные слова. И просто вот по истечении этого периода времени, пока я работала, и вот последний, вот этот хайп с дорожником, да, стал последней каплей именно вот решений. Ну и, естественно, семья меня поддержала и сказала, да, пора уже, типа, пора идти и делать свое. Но у меня муж как бы довольно-таки материализованный человек, то есть для него материальные блага как бы... Превыше? Да, превыше. Если, допустим, у меня больше какие-то именно такие альтруистические, да, я думаю о людях, да, о том, как бы им помочь. Муж мне говорит, хватит, говорит, уже, говорит, на голую зарплату работать и просто, говорит, иди и зарабатывай деньги. У тебя, говорит, есть все бэкграунд, говорит, у тебя хороший, говорит, у тебя, говорит, ты, говорит, уже побыла во всех медиа, которые возможны, да, у тебя есть, как бы, что дать людям, допустим, да, что предложить, и поэтому твоя рыночная, он меня вот так вот оценит, твоя рыночная стоимость сейчас на рынке, говорит, довольно-таки на пике, и пользуйся этим. Вот. Но он реально как материалист, он смотрит на меня как на товар, который сейчас может как бы хорошо зарабатывать. То есть, я так понимаю, этот товар будет зарабатывать деньги с рекламой? Нет, не только с рекламой, но, допустим, все-таки мое собственное желание о том, чтобы помогать людям и раскрывать те проблемы, которые у нас есть, она остается главенствующей. То есть я все-таки хочу помогать людям, хочу доносить до них правду, хочу раскрывать глаза людей на те проблемы, что не надо сидеть и зарывать голову в песок. И поэтому мой проект это будет все-таки больше социальной направленности. Он пойдет на YouTube, в Instagram? Скорее всего, YouTube. Но есть еще проект того, что либо на Twitch. Даже на Twitch. Не боишься сравнения? Вот когда ты сказала о том, что ты сейчас уходишь
на YouTube, первое, про что я подумал, это Алена Алексеевна. Она сейчас точно об этом напишет. Как только станет известно, что Сусанна Рожина заводит свой продюсерский YouTube-проект, что-нибудь скажет Алена Алексеева. Тебе не казалось, кстати, что вас сравнивают? Что вот она вся такая холодная и очень любит играть мускулами, а ты вот такая вся реальная, жизненная, живая, и тут ты поэтому и влетела в народ. Вот именно, да, Алена, у нее, да, такая холодная красота, она немного отстранена от народа, да, она как нейтрализатор, она вот между, она не приближается ни к власти, ни к обществу, она сама по себе, как бы, да, у нее есть собственное мнение, которое она свободно выражает, да, я, в принципе, ее могу, допустим, сравнить с той же самой Аленой Водонаевой, вот, которая кстати, сейчас... да, что-то есть. Да, вот, а я все-таки предпочитаю как бы быть ближе к народу именно, потому что как бы на самом деле настоящая власть у нас у народа, народовласть у нас, это в Конституции написано, вот, и осознавая то, что власть именно у народа, могу все эти вызовы общества удовлетворить в полной мере, вот, и вот этим я и хочу заняться. Действием. Да, действием. То есть, грубо говоря, да, я не буду сидеть красиво перед камерой, да, с чашечкой там, со стаканчиком и вещать. Нет, я буду идти в народ, я буду снимать, если надо будет, я залезу в туалет там с говном. Она залезет. Буду стримить оттуда, вот, если надо будет, я пойду и кому-нибудь рыло начищу, ну, если надо будет. А что это будет? Это будет продюсерский проект, это будет интервью, это что, якутский Дудь, Сусь. Дудь, Сусь? Я это забрендировал, нет. Я сейчас под запись сказал, что Сусь — это товарный знак, который принадлежит мне. Хорошо, что это будет? Все-таки это, наверное, будет лайв, ну, то есть, да, мне люди даже говорят, вот, якутские ревизоры, там, допустим, да, ходить, делать рейтинги ресторанов, кафе. Допустим, вот вчера, когда я приехала с камерой на овощную базу на Труда 4 и видела вот эту вот всю антисанитарию, они ходят в туалет там же, где едят, там, где сидят, спят, и рядом те же самые наши овощи, которые мы едим. Вот, и реально надо вот показывать именно нутро бизнеса, нутро того, как люди живут, нутро, ну вот именно все то, что нагноилось за все эти годы, это надо скрывать и вычищать. То есть я буду как хирург, получается. Медийный хирург. Медийный хирург, спасатель. В общем, люди получат то, что они ждут, да, по сути. Да. Кстати, а ты не считаешь, что это немножко есть болото? То есть люди получат то, что они от тебя ждут, и ты будешь заведомо делать то, что хотят люди. Ну, это может быть, быть, такой вот уроборос. завязка, да, связка такая получается, но при этом все-таки будет решение проблем. То есть, потому что это будут видеть власти, да, допустим, и они будут принимать какие-то определенные решения для того, чтобы решить эту проблему. Потому что если не решать проблему сиюминутно, понятно, что будет, да? Вот, поэтому я буду, с одной стороны, помогать людям скрывать их проблемы, и в то же время буду помогать властям решать эти проблемы, понимаешь? И поэтому это, мне кажется, та самая идеальная связка, которая сейчас нужна нашему обществу для дальнейшего развития. И тот идеальный формат журналистики, да, который всем нужен сейчас. Ладно, все, вот сейчас действительно последний вопрос. Корабли лавировали? Да не вылавировали. Вот, получите, у нее все в порядке с произношением. Кстати, у тебя есть действительно разница между тем, как ты говоришь в Инстаграме у себя, в прямых эфирах. Я просто несколько тоже смотрел, и на телевидении. Специально? Да. А я хочу напомнить, что это был подкаст «Пришел и говорю». Меня зовут Петр Васильев. У меня в гостях сегодня была журналист, моя коллега, будущий блогер Сусанна Рожина. Суса, напоследок пожелай что-нибудь нашим слушателям и, я думаю, тем, кто хочет стать журналистом в будущем, если они сейчас нас слушают. Кстати, для тех, кто хочет стать журналистом, двери открыты, медиашколы Сусанны Рожиной. Вот, и я хочу пожелать вам, моим коллегам, чтобы у вас все получалось, и чтобы вы знали, что я вас люблю и вами горжусь.
Спасибо. Мы, в свою очередь, тебе желаем тоже всего самого наилучшего. Надеюсь, мы с тобой будем держать связь. Да. Ты никуда не пропадешь. Меня зовут Петр Васильев, это был подкаст «Пришел и говорю». В гостях с нами была Сусанна Рожина, один из тех людей, которые заставляют о себе говорить. Подписывайтесь на наши новые выпуски в приложении Apple Подкасты, слушайте нас на Яндекс.Музыка, в приложении ВК, следите за новостями на сайте yak24.ru и в наших социальных сетях. До встречи!